С 25 сентября во всех сельскохозяйственных предприятиях республики стартует осенне-посевная кампания. К работе готов и ГУП «Магаз» в Сурхахи. Аграрии уже провели подготовительные работы на полях, дискование, вспашку, культивацию, закупили смазочные материалы и проверили всю технику. Сеялки у нас готовые, уже прицеплены. На днях мы начнем посев. Техника у нас задействована, у нас и КАЗ-700, и 12-21 трактора, и МТЗ-82, 3-4 трактора. Где-то 8 единиц у нас на посевной будут задействованы трактора. 900 тонн семян элитной пшеницы, заранее закупленной, ждет своего часа в зернохранилище. Под посев озимой культуры в ГУПе выделено 300 гектаров земли. Мы завезли еще с Краснодара элитные семена и свои семена. Они, даже которые завезли элитные семена, они не протравленные бывают. Мы протравили уже, и свои семена мы очистили, и лабораторные данные очень хороший результат показал. Готовность ГУПа к осенне-посевной кампании оценил представитель Минсельхоза Зелимхан Аздоев. Аграриям в этом году предстоит посеять более 27 тысяч гектаров озимых культур. Из них 17 тысяч гектар – это у нас озимая пшеница, более 8 тысяч – это озимый ячмень, 400 гектаров – это озимый рапс, это масляничная культура. Все агротехнические мероприятия мы уже провели под посев. Вот, проблем нет ни с горюче-смазочными материалами, ни с техникой, ни с семенами, с удобрением у нас проблем нет. Работу Минсельхоза мониторит и глава региона. Особое внимание, подчеркнул Махмуд Али Калиматов, необходимо уделить качеству зерна. От этого зависит стабильность будущего урожая. Под посев нужно выбрать морозостойкие семена с высокой устойчивостью против вредителей и болезней. К поручению главы ведомства подошло ответственно. Семенной фонд в этом году составит около 7 тысяч тонн. 3 тысячи из них заготовлены из собственных семян. Остальной материал привозной. В основном из Краснодара и Ставрополя. Завозят только элитные сорта зерна. Вот если мы взяли суперэлиту, да, в следующем году она элита, то есть суперэлита переходит в элиту. И мы ее посадили в этом году, в следующем году она переходит в первую репродукцию. Вот. Это у нас суперэлита и первая репродукция. Вот. И элита и первая репродукция, они полностью подходят стандартам качества. В этом году впервые на 100 гектарах посадят ретикали, гибрид ржи и пшеницы. Новая культура известна своей высокой засухоустойчивостью, что особенно важно для аграриев. За последние годы они несколько раз сталкивались с аномальной жарой и отсутствием осадков. Засуха отрицательно сказалась и на урожае яровых, и в этом году. Мы в связи с этим меняем стратегию ведения сельского хозяйства. Вот сейчас мы разрабатываем стратегию развития сельского хозяйства до 1935 года. Вот. И, скорее всего, мы будем пробовать применять новые сорта культур, более засухоустойчивые. Капризы погоды повлияли на урожай яровых в ГУПе. Так отмечает Тамерлан Измайлов, из-за града потеряли сахарную свеклу, а засуха повредила кукурузе. Однако урожаем озимых тут довольны. Собрали 45 центнеров с гектара. В следующем также рассчитывают на хороший урожай, если погодные явления не помешают. За качество семян тут не переживают. Сотрудники Россельхозцентра заранее взяли пробы зерна на проверку. Со дня посева до уборки лаборатория проверяет, какие качества, какие болезни, что надо вносить. Вот совместно мы работаем. Пока погодные условия аграриев радуют. Земля после дождей еще достаточно влажная, так что сев пойдет хорошо. На днях в хозяйствах также начнут уборку картофеля и кукурузы. Дана Плива, Ахмед Горбаков. Новости 24.